Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І маім суразмоўцам зараз будзе арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, рэжысёр, публіцыст, журналіст, чым толькі не займаецца гэты выдатны чалавек Мікалай Халезін. Добрый день, Мікалай. Привет, Зміцер. Ну, што стала нагодай для нашай сённяшняй размовы, тым больш, што вы зусім недавно былі ў нас у эфіры, разважалі пра нацыянальную ідэю, выбітна так разважалі, што нават шакавалі сваёй прапановай. Тым не менш, зараз вось новае. Аказваецца, Беларускі фонд культурнай салідарнасці узяўся за распрацоўку стратэгіі культурных рэформаў для новай Беларусі. І вось чалавекам адказным за гэты стратэгічны кірунак дзейнасці будзе менавіта Мікалай Халезін. Спадар Мікалай, а навошта вы ўзяліся за гэтую справу? Здаецца ж, і так усяго на сябе столькі панавешвалі, што яшчэ і гэтыя абавязкі, дзе часу ўзяць і сілу? Ну, день хоть и из 24 часов состоит, но отрезать от сна, отрезать еще откуда-то. То есть, ну, это на самом деле не проблема. И так мы, наверное, и последние выходные были где-то в июле, наверное, или в июне. Поэтому всегда есть такой принцип в офисной деятельности, когда тебе нужно сделать какую-то срочную работу, повесь ее на того, у кого больше всего работы. Потому что, значит справиться. Ну и надо понять, что это не касается только меня одного. Это будет коллективная работа, ее одному поднять нереально. И это касается и, с одной стороны, участников белорусских, то есть тех, кто понимает что-то в устройстве системы поддержки культуры и искусства и занимался этим в разных видах. И в том числе зарубежные специалисты, то есть у нас есть уже добро от многих стран, которые готовы оказать нам содействие как в теоретических наработках, так и в практических. Але наколькі ўсё ж таки патрэбная сёння гэта раз і ўвогуле гэта два стратэгія вот это рэформ культуры. Ведаеце, калі пра у дачыненні да культуры гавораць пра нейкія рэформы, пачынаеш неяк з падазрэннем ставіцца да самой ініцыятывы. Як вы лічыце, яно трэба? Я бы, честно сказать, мы как-то с женой уже приняли решение давно о том, что мы будем заниматься вообще в жизни только теми проектами, которые к чему-то ведут. И если эти проекты имитируют просто деятельность, то они не имеют смысла, и на это нет смысла тратить время, которого действительно мало. Но, на мой взгляд, то есть почему я согласился на это? Потому что я считаю, что это не просто нужно, это необходимо. И более того, нам за эту работу нужно было браться еще раньше, потому что это большая работа. Она, на мой взгляд, если говорить о просто подготовке базы, то есть вот этого базового документа, на основании которого потом приступать к практике, это от полугода до года работы групповой, большой работы, с подключением всех аналитиков, экспертов, консультантов и так далее. Поэтому, может быть, стоило бы и раньше браться. Но у меня есть убеждение, что не только мы должны этим заниматься. Существует фонд спортивной солидарности. Там много людей, которые разбираются в теме. Они могли бы разработать сейчас, уже начинать работать над стратегией реформирования спортивной отрасли. То же самое касается медиков, то же самое касается IT, то же самое касается разработки программы популяризации белорусской мовы. То есть это целый набор сфер, где уже можно работать. Я не призываю делать сейчас программу по экономике, потому что ее должен делать тот кандидат в президенты, который будет баллотироваться. И более того, эта программа по экономике может сейчас внести раздрай в общество. Нам это не нужно, да? То есть, потому что любой вопрос, касающийся развития экономики, он спорный. И тогда мы будем там выбирать из тех кандидатов, к кому мы более симпатизируем, чья программа нас более устраивает.
Если что же касается культуры, то здесь есть вещи бесспорные. То, как сейчас управляется культура, это именно управляется. Культура не может управляться. Мы можем содействовать ее развитию или не содействовать. Но на сегодняшний день Министерство культуры – это карательный орган, он что-то запрещает, что-то разрешает, разрешает политически лояльным, запрещает политическим оппонентам. Поэтому этот механизм XIX века, он никому не нужен. То есть он бессмысленен. То есть сейчас получается, что мы живем алгоритмами, которые уже во всем мире умерли давно. Да? То есть все строится ведь на том, что ты должен, первое, поддержать творцов талантливых, второе, поддержать творцов молодых и отслеживать и помощь им в развитии. То есть, если ты нашел молодой талант, которого проект поддержал, пусть это спорный проект, пусть это проект, который не выстрелит так, как он выстрелил бы позже, да, но ты должен как бы стимулировать этих людей к творчеству. У нас был опыт участия в конференции по национальной культуре в Германии, и я был в шоке, потому что невозможно представить, как люди сидят и просчитывают стратегию, как будет развиваться культура через 20 лет. И ты понимаешь, что это реальный разговор, что он подкреплен финансами, он подкреплен с экспертами, сильными менеджерами и так далее. И понятно, что немецкая культура на сегодняшний день в Европе на самых передовых позициях по всем показателям. И в отношении сохранения наследия, и в отношении самых современных видов искусства. Давайте все ж таки ваше бачанне больш падрабязна, як гэта павінна выглядаць у новай Беларусі. Просто маё бачанне такое, что да прыкладу, як некая стратэгія ці рэформы тычыцца беларускага свабоднага тэатра ці якіх-нибудь там рок-музыкаў. Вы кажаце там про захад, глядзіце, ці ёсць Міністэрства культуры у ЗША. Развіваюцца самі, ёсць у тебе талент, ты праб'ешся, ёсць нейкія спонсары, табе дапамогуць. Можа просто Мінкульт узяць, адмяніць по-простому, каб ён не указываў і не рэгуляваў нам культуру, каму што спяваць, каму што здымаць, каму што іграць і гэтак далей. А далей все пойдзе само по сабой. Конечно, ёсць падтрымка. Там у скандынаўскіх краінах, Фінія, Швецыя, дзе маладым гуртам даюць грошы на развіццё, там, на запіс альбомаў, нешта такое зрабіць. І все ж таки, якой павінна быць, я не ведаю, там нейкая стратэгія развіцця культуры, на ваш погляд? Значит, первое, у нас не так много денег, то есть, точнее сказать, их мало. На сегодняшний день, если брать бюджет 2021 года, полный бюджет, отпущенный на культуру в Беларуси, на 10 миллионов евро меньше, чем бюджет одного театра в Германии. Нужно эту цифру осознать. То есть один театр в Германии получает на 10 миллионов евро больше, чем вся культура Беларуси. Это та стратегическая ошибка, которую никогда не понимали власти, да, когда говорили, что культура должна финансироваться по остаточному принципу. Осталось там что-то в бюджете, какие-то там копейки. Кинем этим людям, да, которые сидят и так без денег совсем. Но структура должна поменяться. Первое, мы должны выбрать из современных моделей лучшую. То есть у нас есть такое право, потому что мы должны начинать сейчас с нуля. Мы должны устранить от распределения средств на поддержку искусства и культуры от Министерства культуры. Министерство культуры должно заниматься двумя позициями. Первое – национальными проектами, то есть это, как, допустим, в Великобритании Министерство культуры, спорта и цифровых технологий, оно занималось, например, в 2012 году подготовкой Олимпиады. А основная их деятельность – это сохранение наследия. То есть это начиная от парков и скульптур городских до музеев и так далее. Это прерогатива Министерства культуры. Но выделять деньги на свободный театр
или на группу, или на Левона Вольского, или на Помидорова, не должно Министерство культуры. Потому что в Министерстве культуры нет тех экспертов и нет тех людей, которые бы понимали значимость таких видов искусства. А значит, это должно отойти структуре, которая создана прозрачно и работает профессионально, и работать она должна на основе общественной организации, а не государственной структуры. Государство всегда будет, в зависимости от смены политического вектора, будет менять свое отношение к людям искусства. Это категорически запрещено. Потому что люди искусства, они не должны страдать от того, что одни политики выиграли, а другие проиграли. Как это происходит, например, сейчас в Польше, когда закрываются прогрессивные театры, потому что там правые решили вот так их продавить. Да? То есть, понятно, что это глупость. То есть это все равно все вернется на круги своя. Поэтому Министерство культуры должно быть лимитировано в этой работе, а вот эта общественная структура, которая создана как общественная организация, у нее должен быть попечительский совет, который состоит из людей влиятельных, талантливых, финансово независимых. У этой структуры должно быть четко прописанные правила поддержки субъектов искусства, и она должна работать открыто. То есть никто не должен думать о том, как они там распределяют деньги. Ты должен выйти на сайт и увидеть все списки, кто получает поддержку со стороны государства через эту структуру, которая в основном работает на уровне экспертов и консультантов. Тогда не будет никаких перегибов и ломок. Если мы говорим об Америке, у нас нет таких денег в стране, которые есть в Америке. Америка совсем отказалась от государственного участия, то есть она никаких средств не выделяет. Германия выделяет огромные средства, то есть просто огромные. Даже во время локдауна суммы поддержки субъектов искусства исчислялись не миллионами и не сотнями миллионов, а миллиардами. Поэтому так хорошо дело обстоит с культурой в Германии. В Америке что мы можем оттуда брать? То есть, ведь мы все-таки можем вычленить оттуда что-то полезное для нас и взять. На мой взгляд, это закон о льготном налогообложении структур, которые финансируют субъекты искусства. То есть, мне кажется, что это нормально. То есть ты получаешь льготное налогообложение, если ты выделяешь деньги на поддержку культуры, тут нужно четко понять, что это не только разговор о культуре и искусстве, но и об образовании, но и о поддержке людей с инвалидностью и так далее. То есть ты можешь совершенно спокойно перечислять сам деньги туда, куда считаешь нужным, на эту сумму ты освобождаешься от налогов. Это то, что нам нужно брать, безусловно. Но мы не можем себе позволить, чтобы культура и искусство существовали за счет спонсоров. Огромное количество видов искусства, в том числе все театральные коллективы белорусские, они все сидят на дотациях, они не в состоянии выживать сами за счет продажи билетов. И так это во всем мире, открою секрет. Нет театров, которые бы не были... Есть только такие театры на Бродвее и на Вест-Энде лондонском, которые могут жить за счет своей коммерческой деятельности. Все остальные получают дотации в том или ином виде, потому что это сложный вид искусства. Так же, как и независимое кино во многом, которое не является коммерческим. Но оно должно развиваться, и поэтому доля государства здесь должна быть. От того количества спонсоров или бизнесменов, которые понимают значимость этого процесса, у нас пока нет. Они пока не воспитаны в этом духе. Я могу сказать, что Белорусский свободный театр ни от одного белорусского бизнесмена не получил ни одной копейки за всю историю своего существования. За 15 лет. Але атрымліваецца, што мы разумеем, што культуру трэба фінансаваць, трэба падтрымліваць, трэба развіваць. І па першым часе, як мінімум, пакуль не саспеюць да гэтага свае мясцовыя айчынныя бізнесмены, прадпрымальнікі за кошт бюджэту. А ці гатовы, на ваш погляд, беларусы будуць пагадзіцца з тым, што да культуры трэба аддаць значную частку бюджэта, не пусціць яе на дарогі, да прыкладу, а пусціць на тэатры?
Наверное, лет 10 назад белорусы бы так и, может, и сказали бы. Но мы же видим, что происходит сейчас. Мы же видим, где находится сегодня белорусское искусство. Я не говорю про там оркестр Финберга, играющий на костях в Паловском театре, не про это. Я говорю про реальное искусство, которое из маргинальной ниши, в которую его загоняло государство, сейчас оно вышло в мейнстрим. И да, если в дворовые концерты собирает Левон Вольский, да, это нормально, значит, он уже в мейнстриме. Значит, он выбрался из этой маргинальной ниши, и теперь любой белорус говорит: так вот, что же я его раньше не слушал? Ну, не слушал ты просто, до тебя не доходило, потому что тебе государство не давало ему тех площадок, которые он заслужил, да, тех стадионов, которые он может там выступать в Польше, но не может выступать в Беларуси. Поэтому что происходит? Почему мы там с восторгом смотрим на Лешу Кузьмича, который делает перформанс перед рядами ОМОНа? Почему то, что творит сегодня Цеслер, мы обязаны это поддерживать? Он человек уже в возрасте, но он работает как 20-летний парень по 24 часа в сутки и выдает количество творческого контента, который я вообще сейчас не знаю, кто может такое выдавать. Да? И эти люди все время на слуху. Там Белорусский свободный театр, не знаю, корректно ли говорить о своем коллективе, но он играет на стационаре, он играет во дворах, он играет на периферии, выезжая из Минска и играя в деревнях и в лесу. То есть это театр, который живет сейчас вместе и проживает все, вместе с белорусским народом. То есть почему тогда мы должны поддерживать учителей, к слову, многие из которых фальсифицировали результаты выборов, но мы не должны поддерживать людей, занимающихся искусством, которые с нами рядом и которым нужно как-то зарабатывать деньги, потому что им нужно существовать, а при этом они делают какие-то вещи, которые восторг. Ведь если мы берем даже бело-красно-белые флаги районов, это тоже искусство, это тоже культура. Потому что это то, чего не было ни в одной стране мира. Создана карта флагов целой страны, да, и она создана художниками. Поэтому уже культуре не нужно сейчас доказывать, что культура с народом. Пусть это доказывают силовики, что они с народом. Каб вот гэтую тэму крыху закругліць, але вот хочу іншую яшчэ з вами буду закранаць. Вот што на сёння для вас вот у гэтай распрацоўцы стратэгіі рэформаў найперш, ці распрацаваны ўжо нейкі, ну, я не ведаю, план працы, з якімі экспертамі вы сядзеце за стол і будете записываць, распрацоўваць свае прапановы, ці вы не будете сядаць за стол, а гэта нейкім чынам вот як будзе ісці праца і з кім? Сейчас я пишу дорожную карту. Это достаточно простой документ, в котором логично изложены последовательность шагов. Что мы будем делать? Дальше я ее передам в рабочую группу, которая у нас создана в фонде. Мы на этой рабочей группе обсудим, что туда можно добавить, что оттуда можно убавить, и начнем ее осуществлять, эту дорожную карту. То есть, как это выглядит? Это я на простом примере расскажу, чтобы не углубляться там в нюансы. Первое, это определяется, что нам необходимо. То есть, нам нужно понять, что внутри этой программы мы должны сделать. А это вопрос очень непростой. Потому что, когда мы говорим о изменении системы, государственной системы поддержки культуры и искусства, это сопряжено с огромным количеством нюансов. Условно говоря, если мы хотим, чтобы был принят закон о льготном налогообложении жертвователей для культуры, то это значит, что должен быть прописан механизм взаимодействия с парламентом, новым парламентом. Да? Точно так же мы должны прописать, например, если мы говорим о поддержке театральной сферы,
то мы должны прописывать уже и реформу в сфере театра, потому что то, как сейчас живет театр, он живет как будто это страна, у которой миллиарды идут на поддержку культуры. Ну, то есть получается, что содержится огромный штат, при этом, если актер как бы не входит в штат какого-то из театров, то он, по сути, не может получить себе роль. Да? А нам нужно создать конкурентный рынок, а это значит, что должна существовать параллельно реформа театра. При этом эти творцы, которые должны получать поддержку, они должны быть их нужно охранять с точки зрения закона. То есть нам нужно создать некую структуру профсоюзного толка, как это происходит. Допустим, я являюсь членом профсоюза Equity в Великобритании. Это профсоюз творческих личностей. Да? И если у меня возникает проблема, если вдруг я не могу, вот я со своим каким-нибудь работодателем условным, у меня возник вопрос в том, что я считаю, что его форма оплаты или объем оплаты не соответствует моему уровню. Я могу обратиться в Equity, и Equity пришлет бесплатно юриста, который будет разбираться в моей проблеме. То, чего никогда не было в Беларуси. Точно так же. Это значит, что эту систему нужно тоже реформировать. Точно так же нам нужно защитить права творцов. Это значит, что система защиты авторских прав, ее тоже нужно видоизменять. Вот простая штука. Сегодня драматург отдает свою пьесу в театр, на которой театр будет зарабатывать деньги, естественно. Да? И в графе «гонорар за пьесу» ничего не написано. Потому что этот директор театра понесет этот договор в Министерство культуры, и в Министерстве культуры какой-то чиновник поставит какую-то сумму, которую он считает нужным. Если мы говорим, допустим, о Великобритании, то драматург не может получить от театра за свою пьесу меньше 8 тысяч фунтов. Просто не может, потому что это закон. Актер не может работать за... Не может. Это тоже закон. И поэтому никто никого не обманывает. И поэтому защита профсоюзов достаточно мощная, потому что если будет нарушена это без нашего договора между работодателем и реципиентом, то тогда в это вступят судебные приставы и судебная система. То есть вот это и есть набор вещей, которые нужно прописать в этой программе. Как видоизменяется и посредством чего видоизменяется сама система. Для этого будет составлена карта связей. Карта связей – это куда все члены рабочих групп вписывают свои контакты. И мы понимаем, что у нас есть карта, по которой мы можем обращаться, допустим, к такому-то министру, допустим, к министру культуры Португалии. Мы хотим обратиться за тем, чтобы нам провели консультации по системе, например, поддержки изобразительного искусства в Португалии. Или в Великобритании мы можем пойти еще дальше. Мы можем, например, взять и какого-то эксперта на постоянное сотрудничество, которого оплатит британское правительство. И точно так же мы можем найти страну в ЕС, которая взяла бы шефство над всем этим проектом и финансировала своих и чужих экспертов для того, чтобы Беларусь развивалась и интегрировалась в Европу. То есть каждый этот пункт прописывается, под него создаются микрогруппы, которые с этим работают, и помимо этого идет мониторинг, отдельный разговор с представителями каждого вида искусств внутри Беларуси. То есть уже сегодня ко мне выходят на связь люди, наши писатели, художники и прочее, говорят, если тебе нужно понять нужды художника или нужды скульптора или нужды писателя, мы готовы
рассказать все, что мы знаем, все проблемы. Точно так же расписывается взаимодействие с общественными организациями. Это может быть там Пен-центр, это может быть какой-то союз дизайнеров, альянс независимых художников и так далее. Вот так, да, а дальше это все конструируется, как из Лего создается большой-большой проект. То есть это проект реформирования всего искусства. И тогда мы можем получить, то есть тогда мы можем этот пакет за счет того, что в работе она идет в партнерстве и со штабом Светланы Тихановской, и с Координационным советом, и с НАУ Павла Латушко. То есть все политические игроки согласились, что мы над этим работаем. И тогда у нас есть возможность положить этот документ на стол тому человеку, который возглавит страну после транзита. Выдатна. Ну, правда, это такая маленькая ремарка. Я так, задаючы вам пытанне пра экспертаў, якія будуць падлучаныя да працы, у мяне было такае тайнае спадзяванне. Я ж ведаю, якія у вас добрыя стасункі з вядомымі людзьмі. Я чакаў, што вы скажаце экспертам па там где-то там рэфармаванню, ну, ці там супрацы з рок-музыкай у нас будзе Мік Джаггер. Вы же им знакомые, я ведаю, там, там по кино будет Тарантино, там что-нибудь такое. Оно, кстати, это абсолютно правильный взгляд, потому что тебе нужны лица как бы этой работы. Но, как правило, допустим, я могу там обратиться к Джуду Лоу, чтобы он мне что-то рассказал про свои проблемы в кинобизнесе. Но дело в том, что Джуд сразу отправит меня к человеку, продюсеру, который с этим работает. Мне проще там обратиться к людям, которые занимаются созданием кинопроцесса. То есть мы можем говорить с любыми кинопродюсерами, и в том числе очень известными, и с которыми мы дружим со многими, и они могут нам оказать... Да, можно обратиться хоть к Барбаре Брокколи, которая снимает «Бондиану», и она не откажет просто в силу того, что она, во-первых, любит свободный театр, а во-вторых, она понимает, эти люди прекрасно понимают значимость подобной работы. Потому что рассказать им, что в Министерстве культуры сидят какие-то дядьки, которые распределяют деньги, они покрутят пальцем у виска и скажут, как еще живы ваши художники и музыканты. Потому что это вообще странно было бы отпускать это дело на произвол чиновников. Эксперты очень сильна, очень эффективна поддержка, например, экспертов, которые работают в Art Council. Можно представить, это люди, которые перераспределяют в год сотни миллионов фунтов, и, судя по состоянию британского культуры и искусства, делают это неплохо. Да? И вот когда ты разговариваешь с ними, тоже мы с ними как бы тоже в таких достаточно близких отношениях, в том числе с руководителями этих двух структур, ты получаешь огромный массив и для осмысления, и для того, как можно перестроить нашу систему. В Британии ведь она состоит из двух частей. Одна часть поддерживает людей внутри страны, а другая поддерживает популяризацию британского искусства за рубежом. Тут понятно, что пропорции у нас разные, то есть они могут выделять там условно 70% внутри страны поддержки, а 30% отдавать на популяризацию. У нас этого не получится, потому что у нас будет все равно на начальном этапе это там 90/10. 90 нужно нам поддержать внутри, а 10 уже для популяризации белорусского искусства за рубежом, потому что пока, естественно, мы понимаем, что денег много не будет в этой сфере. Хотя это тоже вопрос реформирования. Если создавать внутри этих структур, внутри этого белорусского совета, который бы распределял эти деньги, создавать внутри фандрайзинговую группу, которая будет обращаться в ведущие там структуры ЕС и вообще мировые разные структуры,
то можно получить достаточно большую прибавку вот к этому бюджету, который перераспределяется. Допустим, тот же ЕС может выделить большую сумму на кризисное управление и на ситуацию, которая подразумевает переходный период, который очень сложный. Задаюць пытанне, таксама цікава вот у будучым ваше меркаванне. Пішуць, прычым пішуць на рускай мове. Беларуская культура павінна быць на беларускай мове. Па-руску нам написали. Вось ваше бачанне. Ну, безусловно, это как Волга впадает в Каспийское море, да, то есть аксиома. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день... Это, кстати, вот, на мой взгляд, нужно создавать сейчас точно такую же группу по реформированию отношения к белорусской мове. То есть что нужно тут делать? Нужно собирать группу, которая бы состояла одновременно из, мы как-то говорили даже об этом, из политиков, рекламщиков, лингвистов и так далее, которая бы продумывала не только там нормы и правила белорусского языка, но и методику и популяризации языка, чтобы говорить на белорусской мове стало модным, чтобы как это происходило в 91-94 годах. Надо помнить, как вдруг чиновники начинали в один день говорить на белорусской мове. Вот просто в один день. Я помню, как Мячеслав Иванович Гриб, спикер парламента, его избрали спикером парламента, никогда не слышал никто, чтобы он говорил по-белорусски, и он такой пришел на заседание и сразу стал вести его на белорусской мове. Вот это был шок, да, и все покрутили так головами, как это могло быть? Ну как, в пассиве у нас у всех, то есть, условно говоря, когда я жил в Беларуси, я давал интервью только на белорусской мове, белорусскоязычным изданиям, а когда ты живешь в другой языковой среде, то ты начинаешь бояться сделать ошибку, да. Поэтому мой друг Витя Ивашкевич, покойный, к сожалению, и вот он говорил хорошую штуку. Нам нужно на переходный период признать тросянку государственной мовой. Тогда мы в итоге, исправляя постоянно ошибки, перейдем к чистому белорусскому языку. И это тоже один из вариантов. Потому что когда ты говоришь, я прошу всегда, чтобы меня поправляли, если я произношу слово неправильно. Но это все тоже вопрос. Вот должна же возникнуть группа, которая должна точно так же прийти и положить на стол документ с программой популяризации белорусской мовы. Ну, она обязана сейчас возникнуть, она должна уже начать работать, потому что у нас не будет много времени. У нас не будет, потому что будет ужас от того, что если мы не успеем получить быстрые результаты после смены власти, то многие разочаруются в этом процессе. А этого допустить категорически нельзя. Мы будем сразу же начинать с побед. С любых побед, неважно, это концерт Мика Джаггера на Октябрьской площади, или это выпуск новой книги там, Северина Квитковского. Неважно, это должен быть набор побед. Ну што ж, я таксама падтрымліваю гэтую ідэю. Беларусь павінна заставацца двухмоўная, две дзяржаўныя мовы, беларуская мова і трасянка. Выдатны варыянт. Спадар Мікола, на заканчэнне хочу яшчэ одну тэмачку закрануць коротко. Ведаеце, спачатку нас тут вельмі шакавала сітуацыя, калі взяли і канфіскавалі фактычна увесь наклад кнігі «Рэвалюцыя» Віці Мартиновича. Сёння я даведаўся, што калі рабілі, выводзілі, канфіскавалі, арыштоўвалі ўсё, што ёсць у краме «Сым Бальбай», то арыштавалі разам з усімі рэчамі і ўсё, што заставалася ад наклада кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». То есть все, больше і нема, арыштавалі. Губазік чытае. Зараз сітуацыя з затрыманнем, прысудам музыкаў на канцэрце гурта «Разбітае сэрца пацана», а там і іншыя музыкі. Дарэчы, сярод музыкаў РСП сябра, удзельнік свабоднага тэатра, таксама на сутках. Вот гэты
ну, я не ведаю, рэпрэсіі супраць культуры с аднаго боку, да і супраць усяго беларускага грамадства. Што гэта? Гэта вот, як казалі, найдём кожнага? Я переживаю это очень сильно, потому что уже 6 человек в свободном театре отсидело, да, то есть как бы и конца края ничему нет, да, то есть я понимаю, что это такое и для близких, и для этих обысков в квартирах и так далее, но нам нужно сейчас успокоиться и переносить это стойко. Почему? Потому что это агония, истерическая агония, когда человек просто спустил всех собак. Понятно, что он в этих своих силовых структурах собрал всех мародеров, грабителей, насильников, убийц и так далее. Понятно, это понятно. Единственный плюс от этого, что они теперь все в куче. И они фиксируются все там в единой книге преступлений, регистрации преступлений. Да? И легко будет их найти. Меня вчера поблагодарили украинцы, друзья, за то, что спасибо, что вы там нашли беркутовцев. Я говорю, так мы вам скоро их пришлем. Они говорят, нет, спасибо, вы их оставьте у себя там или куда-нибудь определите в другое место. Да? Но это, да, понятно, это банда. Ну, банда. Но банда не может существовать долго. Потому что вот сейчас то, что делает Лукашенко с этими судами, когда присуждается всем все просто так, то есть просто так, ты вышел на улицу, и ты получил срок там 2 года. Да? То есть это значит, что это просто придумано все. Но все это доходит до международных структур. И нам это очень облегчает работу по санкциям. Очень. Потому что если сегодня кто-то будет против введения санкций, то в это можно будет вот в эти факты макнуть их просто лицом. Да? Потому что, ребята, вы понимаете, что такой Северной Кореи еще не было со времен нацизма. Причем нацизма не в начальной фазе, а в финальной фазе, да, когда они творили уже что попало. Вот на сегодняшний день это нацизм, который ведет себя вот, просто потому, что так хочется. Да? Потому что когда ведут в наручниках сзади скрепленные руки Виктора Бабарика, ну, конечно, да, он же мог бы просто, если бы у него не было наручников, то он бы просто уничтожил всю охрану бы и как Спайдермен улетел, да, то есть, но вы очнитесь уже, то есть вы должны понять, что за этим последуют, первое, противодействие, контрдействие, а потом и наказание, потому что такой режим ни один не удержался у власти, ни один, потому что так не получается. Ну, да, сейчас должны мы все там друг друга поддерживать, друг другу помогать. Нам надо четко понимать, что тот, кто со мной во дворе мне помог с чем-то, я должен помочь ему. Если у него в беде его магазин Symbol Buy, ну, иди попроси что-то купить там, помоги что-то чем-то. Ну, потому что это сейчас не время заработка денег и не время потребления. Сейчас время вот прожить какой-то период, который мы потом будем вспоминать, может быть, как лучший период в нашей жизни, при том, что он такой сложный и такой опасный. Дзякуй вялікім. Ну што ж, будзем спадзявацца, што перажывем гэты складаны перыяд, дапамагаючы адзін аднаму, а потым будзе час, і часу гэтага будзе не шмат на тое, каб правесці рэформы, давесці да ладу адносіны з культурай, з мовай, з усім астатнім. Дзякуй вялікі, поспехаў вам і чакаем дорожной мапы, распрацаванай Халезіным, Джоном Лоу, Мікам Джаггерам для беларускай культуры. Жартую, конечно. Дзякуй вялікі. Мікалай Халезін, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.